Вакцинировано за последние 7 дней у нас 98 437 человек, и это больше, чем за весь сентябрь месяц. За сентябрь месяц мы вакцинировали 80 157 человек. Сегодня в Республиканском оперативном штабе еще раз подчеркнули, эпидситуация не позволяла отсрочить новые ограничительные меры. И свою эффективность они уже показали. Очереди выстроились во всех прививочных пунктах. Мы увеличили количество пунктов вакцинации до 170. Открыли дополнительные пункты мобильной вакцинации в торговых центрах города Казани, Набережных Челнах, Нижнекамска, в Альметьевске. И на сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству вакцинированных. 24 010 человек вакцинированы за последние сутки. Этот пункт вакцинации в торговом центре «Казань-Молл» открылся буквально сегодня утром. Здесь организован отдельный вход, чтобы все желающие могли прийти, ведь без QR-кодов в сами ТЦ сейчас не попасть. А заполнить анкету перед прививкой можно на улице. Как видим, к полудню желающих довольно много. Приходят десятки людей каждый час, говорят медики. Почти все за первым компонентом. Это ближайшее самое к месту работы. Я работаю в торговом центре. Вот, чтобы никого не заразить, решил сделать, обезопаситься, так сказать. Во-первых, и на работе, видимо, требует, а во-вторых, сами видят, наверное, что рост заболеваемости большой. В торговый центр не зайти, ни в магазины, никуда. Так, чтобы не заболеть, конечно, естественно, самое главное. С этого дня в Казани заработали еще 2 прививочных пункта в магазинах «Мегастрой» на проспекте Победы и 2-й Азинской. В Челнах новый пункт в торговом центре «Тулпар» тоже пользуется популярностью. Очередь небольшая, и мне бы не хотелось идти в поликлинику, боюсь, там слишком много больных. Очереди всю неделю в МФЦ. Сюда татарстанцы идут за подтверждением учетной записи на госуслугах. Из 3 800 000 жителей подтвержденный аккаунт есть у 2,5 миллионов. Это можно сделать и онлайн через приложение ряда банков. Кто-то забыл пароль, кто-то не понимает. Видим, что большинство людей старшего поколения, вчера, когда объезжал все офисы МФЦ, люди приносят кнопочный телефон, а посидит, говорит, я улын, какие госуслуги, есть кнопочный телефон, я по нему звоню, что мне делать? Интернет нет у меня, и я не могу сейчас зарегистрировать свой Личный кабинет. личный кабинет. Сегодня на помощь сотрудникам МФЦ пришли волонтеры. Они помогают пожилым с получением QR-кодов. Этот центр на Имашева один из самых популярных. Накануне очередь начиналась с улицы. Мы помогаем регистрироваться на сайте госуслуги. Если какие-то неполадки, то тоже помогаем их как-то устранить. Отправляем в окна для подтверждения регистрации и помогаем искать QR-коды. Как-то сохранять их на телефон, отправляем печать, кому это необходимо. Теперь с этой бумажкой можно в магазин ходить, да? Ой, спасибо большое. QR-код можно получить после полной вакцинации или попав в официальный регистр заболевших. Тесты на антитела и медотводы кода не дают, а подделка грозит уголовным наказанием. Увеличивается со стороны отдельных предприимчивых, в скобках, людей по продаже поддельных сертификатов. В этой части эта проблема есть. Мы уже работаем по этому направлению последние 4 месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. За использование чужого QR-кода могут составить административный протокол. Прошу всех озаботиться не получением поддельных документов, не каким-то ухищрениями, которые я смогу пройти в торговый комплекс, показав QR-код соседа. Уважаемые друзья, сегодня период нашего взаимодействия, единения в противостоянии серьезнейшей, опаснейшей инфекции, которая не дает абсолютно точно нам никакого успокоения. По постановлению об обязательной вакцинации первый компонент вакцины нужно получить до 8 ноября, второй – до 6 декабря. В ноябре же начнутся проверки Роспотребнадзора. Те, кто не привился и не имеет медотвода, должны быть отстранены или переведены на дистанционную работу. Лина Зинатульна, Адель Мандубаев, Олег Мыльников, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.